Да спит он, спит. А не дома. Еще один шедевр комедия-драма от режиссера Любови Борисовой. «Не хороните меня без Ивана». Данный фильм нам повествует о необычной дружбе между крестьянином Степаном Бересековым и очень непростым этнографом, художником, фотографом Иваном Поповым. Степан, мехмехай был он. Действие разворачивается в 1910 году в селе, поправьте меня, если я не прав, Итыккүйөл. Степан Бересеков не такой уж и простой человек. Дело в том, что при виде прекрасного он падает в летаргический сон. Это и вызывает некоторое недоразумение у односельчан, и поэтому его не единожды пытались похоронить заживо. И вот сын местного священника Иван Попов осознает, что за суперсила заключена в Степане. Затем между ними случается дружба, и они вместе отправляются в этнографическую экспедицию. И вот тут-то и начинается самое интересное. Их ждут захватывающие приключения, знакомства, встречи и даже обряд шаманки. Это вообще до мурашек. Приколдес фильма в том, что он основан на реальных событиях. Да, действительно, дружба Степана и Ивана была. А еще Иван Попов был составителем якутского словаря. Прелесть этого фильма заключается в том, что это не какая-нибудь тяжелая драма, а возвышенное философское измышление о жизни и смерти, эмоции героев, закаты, рассветы. Эта красивая природа Якутии становится невероятным прекрасным наполнением этого фильма. Еще один интересный факт. Кастинга на главные роли не было. Как говорила Любовь Борисова в интервью, герои нашлись сами. Ну не чудо, а? Несмотря на хронометраж в 2 часа, пролетает он на одном дыхании. Это то самое редкое кино, которое одновременно и поучительно, и душевно. Оно не просто развлекает, оно заставляет задуматься о том, что красота и способность ее воспринимать — это дар. Может быть, после просмотра этого фильма вы начнете воспринимать красоту несколько иначе. Удачи! Аян Джонар Гестапо, это не